Слово для выступления предоставляется представителю Верховного суда Сапьяновой Маргарите Насыркановне. Уважаемый суд, как видно из представленного ходатайства, заявителем оспаривается правовая неопределенность в вопросе о том, соответствует ли нормативное положение части 1 статьи 442 УПК требованиям Конституции Кыргызской Республики, заключающейся в установлении годичного срока для пересмотра в кассационном порядке только тех дел, которые могут ухудшить положение осужденного, но не ограничивать сроки обжалования для случаев, когда положение не ухудшается. Заявитель считает, что отсутствие УПК Кыргызской Республики норм, устанавливающий общий срок для подачи кассационных жалоб в случаях, когда приговор не ухудшает положение осужденного, создает неравенство, поскольку осужденный может обжаловать приговор в любое время, тогда как для потерпевшего установлен годичный срок обжалования. В соответствии с частью 3 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры, вступившие в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики. Статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Кыргызской Республикой, закрепляет право каждого на судебную защиту. В частности, часть 1 настоящего пакта устанавливает, что все лица равны перед судами и трибуналами и имеют право на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом. Часть 5 прямо гарантирует, что каждый осужденный за какое-либо преступление имеет право на обжалование решения вышестоящей судебной инстанции в порядке, установленном законом. По своему предназначению и содержанию институт обжалования призван гарантировать правосудность судебных актов как необходимого условия судебной защиты прав и свобод участников процесса, применяться в качестве основного способа обеспечения правосудности судебных решений. Положения статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах нашли свое отражение в Конституции Кыргызской Республики, это в части 4 статьи 58 и в части 1 статьи 61, которые закрепляют право каждого на судебную защиту своих прав и свобод, в том числе право на обжалование судебных актов в порядке, установленном законом. В части 1 статьи 7 УПК Кыргызской Республики закреплено, что уголовное судопроизводство Кыргызской Республики осуществляется с соблюдением принципа верховенства права, в соответствии с которым человек, его права и свободы признаются высшими ценностями. Согласно статье 442 УПК, пересмотр в кассационном порядке приговора определению суда апелляционной инстанции по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного лица, в отношении которых дело прекращено, допускается в срок, не превышающий 1 года со дня вступления в законную силу. Такое процессуальное ограничение направлено на реализацию принципа окончательности судебных решений, предотвращая бесконечное ухудшение положения осужденного и обеспечивает баланс интересов сторон уголовного процесса. Данная норма не ограничивает гарантированной частью 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики право на судебную защиту, поскольку сохраняет возможность своевременного обжалования со стороны прокурора и потерпевшего в пределах установленного срока, одновременно защищая права осужденного. Такой срок является разумным и достаточным для реализации интересов потерпевшего, обеспечения возможности оспаривания судебных решений. И таким образом мы считаем, что нормативное положение, установленное статьей 442 УПК, соответствует своей правовой природе и предназначению, не ограничивает и не умаляет права граждан на судебную защиту. И мы считаем, что данная норма не противоречит нормам Конституции Кыргызской Республики.